приветствует журналист Жилнин Олег и со мной кандидат исторических наук Екатерина Строгова. Здравствуйте. Сегодня тема нашего разговора – это память поколений. И мы ведем трансляцию с исторического парка «Россия. Моя история» города Якутска и Якутии. И в данный момент мы находимся в павильоне выставки «Память поколений». Кстати, приглашаем ее посетить. Очень интересно. И чтобы вы понимали, о чем сейчас будет речь, мы напомним вам и покажем небольшой сюжет о памяти поколений. А речь идет о исторической памяти одного из местностей столицы Якутии, местность Хатынуряк. Там находится старое кладбище, и немного мы об этом сейчас расскажем, почему мы этим сейчас занимаемся. Хочу напомнить, что телепрограмма СМИ «Взаимодействие» вместе с музеем города Якутска раскрывает тайны старого кладбища на Хатынуряхе, столице Якутии. И здесь мы хотим создать исторический памятник под охраной государства и открыть сквер поколений. Напомню, что мы нашли уже семьи Лукиных, поговорили с представителем потомков Новгородовых. На сегодняшний день мы ведем поиски исторических документов в Национальном архиве Республики Саха-Якутия. Хотелось бы очень сильно поблагодарить директора и всех его коллег за то, что они нам помогают. Уже найдены определенные исторические документы, доказывающие, что вот здесь это кладбище достаточно древнее. И нагробный камень, который здесь найден, это доказывает. Плюс есть исторические документы о том, что здесь происходили все-таки захоронения, и здесь были казацкие вотчины, так сказать. Хотелось бы напомнить, что слово «дача», оказывается, идет от того, что царь-батюшка России наделял казаков наделами, то есть даром, и казаки называли это дачами. И вот здесь в Хатынуряхе они строились, свои дома, распахивали землю. Мы встречались с потомками семьи Новгородовых, и здесь неожиданно оказалось, что наш известный межзлатовед Якутии, почетный гражданин города Якутска Виктор Шепелев является потомком этих людей, которые здесь захоронены из семьи Новгородовых. А вообще чем знаменит вот ваш дядя, а? Ну, он чем знаменит? Он, в общем-то, работяга такой, в общем, труженик. Он на год младше моего отца, но он не участвовал, хотя отец был участник гражданской войны мой, а вот дядя Гоша, он хоть на год и младше, но не участвовал в войне, не был участником и Великой Отечественной войны по состоянию здоровья. А отец у меня был и участник и гражданской войны, брал Перекоп, его так и звали эти родственники. Он дядя Перекоп идет. Вот. И в Отечественную войну был мобилизован, год пробыл, и через год его привезли умирать, в общем-то, потому что язва открылась желудка, и сказали, что вот он должен умереть. Мы доставили вам его пока живого. Но мать его выходила, в общем-то, он долго еще прожил. А что можете рассказать о своей тете, дяде, наверное? Правильно я говорю, нет вообще? Ну да, Татьяна, тетя Таня, это родная сестра моего отца, старшая. Она родилась в 1887 году, а отец 13 лет спустя, в 1900 году. Ну, знаете, я вот, когда ее впервые увидел, а увидел я тогда, когда мы приехали сюда из Хабаровского края. Это был 1952 год. Вот, когда я впервые увидел, я сразу вспоминаю стихи Некрасова о женщине, о русской женщине. Вот это вот русская женщина, самая настоящая, работящая, руки, труженицы просто, это действительно руки человека, который знает, что такое труд. Она, в общем-то, и корову держала,
огород большой был у них, как обычно здесь. И вообще вот русские принесли на эту землю не только огородничество, но и пашни, посевы зерновых сеяли и пшено, и рожь урожалась здесь, вот благодаря вот тому, что сюда переселялись русские. Когда он садился на коня, это было любо-дорого посмотреть. Это действительно осанка казачья. Вот он, в общем-то, выкрал, посадил на лошадь и увез. Вообще они настолько гостеприимный народ был, это вообще все городская родня, он собирался у них, настолько они были хлебосольными. Вот это вот гостеприимство, это вообще поразительное. Идея создать здесь сквер, как вы считаете? Ну, нужно это делать? Ну, идея, это просто, это человеческая идея, в общем-то. Так должны поступать, потому что без памятства оно сказывается на людях, особенно на потомках. Это, в общем-то, как говорил Пушкин, в общем-то, те, кто помнят прошлое, они, в общем-то, проживают как бы две жизни. И прошлую жизнь переживают, и живут вот настоящую. Так что идея очень великолепная, я считаю, память. Нужно довести эту идею, реализовать эту идею до конца. Если будет какая-то нужна помощь, то я готов вложиться тоже. Мы продолжим эту тему. Дело в том, что начали мы эту работу где-то уже 7-й месяц. Проблема вот об этом кладбище. Дело в том, что оно подверглось вандализму, правильно, Екатерина? Мы там были, видели вы там старую могилу, да, ну, надгробие. И пришлось немножко нам поработать. Немного расскажу о том, что мы нашли родственников людей, которые там захоронены. Это не только Новгородовые, Лукины, достаточно много людей. Сделали серию программ. Но сегодня небольшой праздник на нашей территории, так скажем, да, мы получили, да, улицы, наконец-то мы получили архивную справку. И хотелось бы рассказать как и родственникам, так и нашим жителям города о том, хотелось бы вот ваш, как историка, прокомментировать данную историческую справку, и мы вам покажем в более большом виде, что имелось в виду. Я так понимаю, здесь вот аннотация, да, и здесь рассказ больше, наверное, касается Якутского казацкого полка. Я правильно понимаю? Да, абсолютно правильно. Потому что Новгородовые – это один из старейших казачьих родов якутских казаков. И вот эта справка, она для нас, для нашей работы ценна тем, что, опираясь на нее, мы как раз имеем возможность придать этому месту статус достопримечательного места уже на официальном уровне. В этой справке содержатся очень интересные сведения о развитии некрополей на территории городского округа город Якутск. А я правильно, Екатерина Алексеевна, говорю, что этой справки, она основана на том, что было 120 лет назад, да? Да, все правильно. И карта 1917 года еще, да? Вот Да, карта вот 917 года, мы к ней... А насколько вот эти вот, там какие-то списки, вот это нам расскажете, прокомментируйте. Да, обязательно. А вот почему 1890 год? Это в 1890 году велась подготовительная работа к первой всероссийской переписи населения. Да.
Есть сложившаяся методика, потому что переписи населения к тому времени проводились уже почти 200 лет. Назывались они государственными ревизиями. Ну, в общем, просто название было другое, а смысл-то тот же самый. И поэтому готовили, перепроверяли старые документы, готовили новые документы. Точно так же, как и в наши дни, проводится подготовительная работа перед всероссийскими переписями, сверяют списки и так далее. Абсолютно то же самое. Почему мы можем верить этой справке? Тогда пешочники ходили, да? Да, ножками переписывали, да? Переписчики ножками ходили, посещали каждую семью, каждый дом, переписывали. Здесь вы можете увидеть, это документ, который нам предоставил Национальный архив. Ну, собственно говоря, основную тяжесть вот этих всех государственных программ в то время здесь в Якутии несли на своих плечах именно якутские казаки. Нет. То есть, собственно говоря, да, вот казаки, они ходили и, собственно говоря, переписывали своих же в данном случае. Вот, с женами, с детьми, если вместе жили там братья, родители и так далее, вот в этих списках можно все это увидеть. А вот касаемо в конце вот этой переписки, это все входит в эту архивную справку. Да. Вот здесь небольшая карта, да, сейчас ее вам тоже покажу. А что... Можем локализовать интересующий нас в данный момент объект, вот эти казачьи заимки и вот, если я вы... смотрю, на этой карте есть помеченные цифрами, да. Заимки, вообще это заимки... очень разные заимки, дачи. И казаки переписаны. И казаки переписаны. Вот, вы можете видеть, вот речка Хатын-Урях. Где она? Вот она течет, речка Хатын-Урях. Вот хочу акцентировать внимание горожан на том, что Хатын-Урях на самом деле не озеро, а речка. И вы по речке Хатын-Урях видите многочисленные вот такие квадратики. Но на самом деле, скорее всего, их было больше. Этих дач, потому что даже я помню, что домов-то было много еще в 80-е годы. Это березовая речка, Хатын-Урях, Урях, да, не характерная для русского языка, не характерный звук «ы», и поэтому в русской транскрипции он превращается в звук «ю», а иногда даже в звук «у». То есть урях можно, тоже по-русски так тоже говорили раньше, ну и многие и сейчас так говорят. Это очень серьезный аспект в архиве. Вот, да, на самом деле для того, чтобы при чтении архивных документов идентифицировать местность, это очень важно, потому что написано может быть по-другому. И понимать, какие звуки и какие буквы во что превращаются, это совсем не лишним в данном случае. Вот, вы видите вот эти знаменитые казачьи дачи. Собственно говоря, и в советское время все хорошо знали, что вот этот один из старейших районов таких вот пригородных города Якутска заселялся казаками с... Дорога – это то, что сейчас называют первая дамба. Первая дамба. Первая дамба. И вот, это вот она. Там, это дорога, которая... Нет, да, на Сопку. А Вилюйский тракт, он вот где он тут у нас? Дальше. Да, вот он. Где он у нас тут? Вот он. Да. Где архиерейская дача. На Сопку здесь не обозначено. Там, наверное, ну, ее просто здесь не обозначено. Дело в том, что автор этой карты, он рисовал ее по памяти. Спустя не один десяток лет
Вот даже так. Да, и поэтому некоторые ошибки здесь есть, но они для нашей темы несущественны. Вот и хотелось бы узнать, мы об этом кладбище говорим, да? Мы говорим о кладбище, которое сохранилось в настоящее время на район, видите, тоже заселенный. Если мы соотнесем вот эти цифры со списком, мы увидим, что заселенный тоже казаками. И хатын-урядские дачи, вот они тянутся. И здесь мы видим несколько дач и такое вот открытое пространство. Собственно говоря, вот это открытое пространство, это и есть то место, где в настоящее время расположено старинное кладбище, о котором идет речь туда, о котором идет речь сегодня в нашей беседе. Как видите, оно существует уже достаточно давно. Древность этого кладбища подтверждается также и тем, что среди погребений нам удалось обнаружить каменное надгробие, единственное из сохранившихся. Местные жители говорят о том, что еще не так давно этих надгробий было значительно больше, но это надгробие соответствует всем тем надгробиям, которые распространялись на территории Центральной Якутии, начиная с середины 19 столетия. Здесь можно цитату небольшую, прямо из архивной, я процитирую. В городе Якутске могилы разбросаны вне городского кладбища в различных пунктах около почти всего города небольшими группами. Нередко стоят и одиноко, не загороженные, наблюдается, что погребение умерших вне городского кладбища продолжается и ныне. Дата 17 января 1904 года. Я к чему говорю, что в принципе тогда существовала большая проблема, да? И вот здесь, наверное, хотел бы спросить, да, далее приводится аннотация, когда что обнаружено, и почему-то вот это кладбище называют Урахское. Вот хотел бы, можно пояснить нам, что это? Как раз немножко уже упомянули о том, что речка, возле которого находится это кладбище, она называется Хатын-Урях. Да? Но для русского языка звук «ü» он не характерный, нет в русском языке такого звука. И поэтому в прежние годы вот этот звук «ü» заменялся привычным для русского языка звуком «у». Поэтому Хатын-Урях превращался в Хатын-Урях. Это я еще в детстве помню, в детстве, вот когда еще там годы в 70-е, очень многие говорили именно так. И получается, что данное старое кладбище относится, как правильно, Урахское кладбище. Ну вот получается, что упоминающееся в документах, кладбище Урахское кладбище, да, это, вероятнее всего, и есть кладбище, которое находится на берегу речки, собственно, слово «Урях» по-якутски речка и значит, на берегу речки Хатын-Урях. И тут вот еще есть такое упоминание, что, значит, вот отставной урядник якутского казачьего полка Георгий Константинов Гатилов похоронен на кладбище Урахи. То есть, скорее всего, это тоже вот такая русская огласовка того же самого якутского слова «урях». Я хотел бы еще пояснить, там оказалось и все так просто, как мы сейчас рассказываем, да? Оказывается, вот все жители города Якутска ездят по Маганскому тракту. Ну,
Мы через спиртзавод, через аэропорт, там едем туда. А оказывается, это совсем было тогда по-другому, да? Да. Оказывается, через это небольшое кладбище, я, кстати, хочу попросить запустить видео, где видно, ну, вы видели сверху. Там, оказывается, рядом с ним проходил Маганский тракт. Маганский тракт. По сведениям, вот Вот так Маганское, вот это кладбище, да? Мимо проходит мимо, и мне кажется, есть еще вторая гипотеза, которую специалист Национального архива тоже сказала. А вполне возможно, что... А там была гора, как раз... Вот я как раз хотела ее показать. И там, видимо, ураса стояла. Вот, можете видеть тоже на этой карте то, чего сейчас вы не увидите. Этот объект в настоящее время просто отсутствует. Видите, вот эта вот возвышенность, по-видимому, довольно крупная, была возвышенность, которая называлась Новгородовская гора. Вот она. Да, и как раз вот наследники Новгородовых, они и рассказывали нам о том, что непосредственно возле их заимок была гора, которую потом срыли. Да, вот она, по-видимому, вот она и есть, это самая Новгородовская гора. Да, действительно, слово «ураса» по-якутски звучит как «урага», и, конечно, эта версия тоже вполне имеет право на существование. Но все-таки ураса, несмотря на то, что это такое полустационарное сооружение, все же ориентир не очень надежный. То есть сегодня есть, завтра нет, а река, она никуда не денется. И хотелось бы все-таки, как кандидат исторических наук, спросить, является ли вот данная архивная справка, да, ну, какой-то ценностью для экспертизы, которую с вашим участием готовили? Да, безусловно. Эта справка как раз будет... Это главный документ. Эта экспертиза нам нужна для того, что произойдет? Эта экспертиза нам нужна для того, чтобы придать вот этой местности, где расположен некрополь, статус объекта культурного наследия, чтобы защитить его уже от каких-то дальнейших нежелательных воздействий. То есть она получается какой-то исторически охраняемый памятник? Да, это будет охраняемый. И вот наша инициатива, можно сказать, с вами, да, Екатерина, может быть, да. Многие не знают, да, как по каким-то стечениям обстоятельств, правильно, уральская, да? Ну, вот получается, что, судя по тем документам, которые нам предоставил архив, получается, что мы можем его, да, называть Урахское кладбище. Оно потом перешло в советское время уже Хатынуряский сельсовет там, да, правильно? Да. Потом, когда совхоз Якутский передано было, совхоз Якутский, вот эти земли и так далее, получается, все люди, которые на также казацкие семьи, они как бы, я просто немножко историю говорю. Вот тут очень хорошо. Они стали членами совхоза. Да, в финале справки очень хорошо написано об этом, о том, что после революции часть казаков с горожанами и якутами вместе образовали Хатын-Уряхское общество, то есть будущий вот этот самый Хатын-Уряхский сельсовет. И о том, что там существовало поселение Хатын-Уряхское вот в этом районе, известно, и известен такой факт, но я когда-то в свое время давно собирала материал о китайцах, которые жили вот в Якутии, и старожилы, мархинские старожилы, которые тесно контачили с китайцами, сообщили мне, что вот эти вот китайцы, женщин среди них практически не было, и они брали жен из Хатын-Уряхского селения. То есть понятно. вот... А я хотел довести свою мысль, по сечению может быть не странным, а может быть наоборот удачным. Удачным.
В Австро-Реестре это пустырь, это земля никак не обозначена. На сегодня есть шанс создать там. Ну, я не знаю, многие меня спрашивают, почему не кладбище, оно не действующее, действует. Ну, по закону, получается, будет сквер, правильно? Да, правильно. И я предполагаю, или предлагаю, да, передать вот этот сквер под юрисдикцию не просто муниципалитета, а может музей города Иркутска. Ну, это достаточно такое, сами понимаете, что земельные вопросы, они всегда достаточно сложные. Это действительно, с одной стороны, это не есть хорошо, что у земли у этой нет хозяина, и для объектов культурного наследия это всегда отрицательный фактор, да, то есть некого обложить обременением. На самом деле Вот. это нормально. Но на самом деле, да, у нас очень большое количество объектов культурного наследия, которые не имеют собственника. Ну, К большому в данной сожалению, то есть да, потребовать не с кого. в данной ситуации же муниципалитет теперь могут Вот в заниматься. данной ситуации, но это не мешает, отсутствие собственника не мешает признать той или иной объект или вот местность какую-то объектом культурного наследия в любом статусе. Вот, то есть это как бы вот, нашей с вами работе не помешает. Другое дело, что, конечно, необходимо, чтобы кто-то принял на свой баланс вот этот земельный участок и заботился о его сохранности. Ну и вот здесь возникает вопрос с родственниками, с потомками этих людей, да? Может, вы расскажете, есть там какие-то люди, которые даже сегодня, то есть потомки их существуют, вот в этой справке же указано пофамильно. Это вообще казацкие, как бы сказать, дачи, да? Да, казачьи дачи. Или на Беларуси? Ну вот тут тоже интересный такой вопрос исторической терминологии, поскольку во времена, когда казаков наделяли землей, в этом районе слово «дачи» значило совсем не то, что сейчас. Ну, может быть, не совсем не то, но, по крайней мере, оттенок смысла был совершенно другой. Слово «дача» происходит от слова «дать». И именно потому, что казакам эти земли просто давали, не за деньги, ни за что, просто давали для того, чтобы они разводили там хозяйство, ну, жили с этими продуктами своего хозяйства. Сказать, немножко скажу, что помните 90-е годы, и когда задерживали зарплату, у казаков, вот, напомню, Семена Дежнева, по летописи он через 10 лет, да, казенные деньги получил. 19 лет. И вот чтобы выйти, видимо, да, из этого положения, и дача появилась, да, Ну, дать вот, землю. Содержать-то надо. Да, на самом деле казаки, вот традиционных, если мы посмотрим на традиционное общество казачье, там, Донское войско, да, Кубанское войско, другие, вот традиционно Яицкое, оно же Уральское казачье войско, мы увидим, что казаки служили со своих земель. Да, то есть они сами себя снабжали продуктами, они сами себя снабжали одеждой и вооружением, да, несли службу. А вот якутские казаки очень долгое время такой возможности не имели. Все-таки Якутия – это зона рискованного земледелия, не так-то просто здесь собрать такой урожай, чтобы на этом можно было прожить и обеспечить свои служебные нужды. Вот. Казакам земли, конечно, понемногу выделяли, но массовое выделение земли якутским казакам началось после 1822 года, после принятия уложения о сибирских городовых казаках. Вот. И именно тогда вот стали появляться вот эти вот хатынуряхские казачьи дачи. Дачи от слова «дать»,
И имело тогда смысл именно такой. Вот дали землю для того, чтобы заниматься хозяйством и для того, чтобы с ней жить. А об отдыхе, о том, что дача – это место для отдыха, да, собственно, тогда мысль такая никому в голову и не приходила. Вот. Это уже в более позднее время, к началу 20-го столетия, вообще в русском языке появилось понимание слова «дача» как место отдыха. И в настоящее время мы слово «дача» воспринимаем именно так. Дача нам дана для отдыха. Ну а теперь хотелось бы к архивным справкам перейти, да? Мне все-таки интересно, могли бы вы прокомментировать, кто же населял в данный момент из людей для потомков, не знаю, для родственника, вот, там да. же есть даже фамилии, Вот имена. здесь на этой карте указаны некоторые, поскольку вот все-таки я думаю, что это не стопроцентно полная карта, но указаны некоторые фамилии казачьи, которые имели свои участки. Это казаки Гатиловы, старинный очень род, казачий тоже. Появился? Нет? Ваш голос. Я могу сказать, что Попова имеете в виду, это наш родоначальник истории Якутска, я так скажу. Правильно, Григорий Андреевич Попов, он тоже относился к роду Поповых, но не казаков, а священников. У нас есть Поповы казаки, у нас есть Поповы мещане, то есть обычные жители города. У нас есть Поповы, соответственно, священники. То есть вот эта фамилия, она оказалась такая очень распространенная, и представители разных сословий, не будучи родственниками при этом, носили вот эту фамилию Попова. Ну, в данной ситуации там же, ладно, и пускай родственники там разбираются, там действительно есть Нет, Поповы. Поповы есть, и они действительно родственники Новгородова, как выяснилось. Да? Да. И действительно они являлись, по Несмотря крайней на то, мере, что да, Новгородовы это казаки. мы говорим о руководителе Колбуса во время войны, правильно? Да, правильно говорите. Иннокентий Попов. Да, вот такой человек. Знаменитая казачья фамилия Шестаковых, тоже как раз в районе нашего кладбища, правда, с другой стороны реки, но находилась заимка также и Шестакова. Помните атаман Афанасий Шестаков, который воевал и погиб на Чукотке? Вот его родственники, там семья была большая, он был не один, у него было потомство, так что это действительно родственники атамана Афанасия Шестакова. Скорее всего, проживали тоже здесь. И очень знаменитая фамилия казачья Кондаковы. Она тоже, они находились в этом районе, в районе этого кладбища, и у нас среди погребенных есть Кондаковы, если я правильно помню, да? Да, Дмитрий Кондаков, участник Великой Отечественной войны, пастух совхоза Якутский. Да. Умер от ран. Очень знаменитая казачья фамилия, не только якутская, но и вилюйских казаков. И, собственно, в истории прославилась именно вилюйская ветвь казаков. Думаю, что многие знают о том, что сын вилюйского казака Леония Кондакова стал одним из изобретателей искусственного каучука. Даже так. Даже так. Он был учеником Бутлерова, и стал одним из изобретателей искусственного каучука. То есть внес такой серьезный вклад. Ну, у него был очень хороший учитель.
Давай добьется еще не 6. Вас послушать, так и там, да, универсал вообще великие История, люди. да, история, она удивительная штука, она иногда можно в ней откопать совершенно неожиданные связи, удивительные связи, которые раскрывают мир. Ну, хотелось бы еще сказать, что там захоронены люди с якутского авиаотряда, потом впоследствии ставшим аэропортом Якутск. И, конечно, хотелось бы, чтобы поинтересовались все-таки. Но я думаю, эту работу продолжат по исследованию, что еще там будет. И вот на сегодняшний день всегда мне задают вопрос такой, ну кладбище не действующее, зачем оно нужно? Вот, действительно, и что из него можно сделать? Ну огородите, пускать не будет, ну в таком духе что-то появилось. Но на сегодняшний день я с этим не согласен. Абсолютно правильно, не согласна. Я тоже с таким вопросом не согласна. На самом деле это такое памятное место. Вот мы говорим много о сохранении памяти, но память сохраняется лучше всего тогда, когда она может продемонстрировать что-то материальное. То есть здание, в котором происходили события или жил какой-то знаменитый человек, привести за ручку, говорить, вот посмотри, в этом доме жил вот такой-то знаменитый человек. Да, кладбище, ведь у нас, в общем-то, во всем мире, в Европе, по крайней мере, существуют мемориальные кладбища, именно мемориальные, где уже давным-давно не производят захоронений, но они сохраняются именно как источник памяти. Да, это, например, знаменитое кладбище в Париже Сен-Женевье-де-Буа, на котором похоронено огромное количество русских дворян, в том числе и деятелей французского сопротивления. Это знаменитое кладбище Пер-Лашез в том же Париже, где захоронены участники Парижской коммуны. Да, и посещение вот этих мемориальных кладбищ, оно способствует тому, что сохраняется память об этих людях и о тех событиях, которые с их именами связаны. И в данном случае мы тоже имеем возможность сделать вот такое вот мемориальное, памятное место, которое будет напоминать нам о тех сложных, чрезвычайно временах, непростых временах, которые пережили те люди, которые там похоронены. Да, ну, во-первых, конечно, не позволит забыть о существовании якутского казачества, о знаменитых родах казачьих, которые связаны с этим местом. И в то же время, вот, мы с вами смотрели на даты жизни, да, погребенных, получалось, что они пережили один из самых сложных периодов отечественной истории. Это революции, это гражданская война, это Великая Отечественная война. То есть эти люди, безусловно, вынесли огромные тяготы на своих плечах, даже несмотря на то, что не все из них. Там похоронены участники войны, вот, и люди, имеющие большие награды военные, но в то же время и простые люди, которые не сражались на фронте, они тоже достойны, безусловно, памяти, потому что никакой фронт, никакая армия никогда не выиграет ни одного сражения, если у нее не будет прочного тыла. И я хотел бы сказать, благодаря Национальному архиву появился еще один аспект этого кладбища, глубоко исторический, который открывает страницу истории города Якутска. Да, безусловно. То есть мы можем вот на основании тех документов, которые нам предоставил Якутский архив, мы можем уже продолжать где-то углубляться уже в другие исследования, в исследования истории якутского казачества, хотя в начале 90-х годов, в общем-то, немало было сделано в этом направлении, но недостаточно, конечно. Следует еще глубже изучать.
лучше исследовать именно родословные якутских казаков, их деятельность. Поэтому это место, это кладбище может стать очень хорошим таким мемориальным местом. Ну я вообще-то подумал, я первый на дате изгороди ДПП здесь увидел вместе с вами, кстати, у потомков Новгородовых старинную казацкую юрту, якутско-казацкую. Вот, ну там вообще... Зато я не знаю, как это сказать. Это вообще шедевр, конечно, это уникальное совершенно сооружение. И можно, может быть, сделать такую же на территории этого сквера. Представляете? Ну, во-первых, она там не поместится. Поместится. Вспомните, каких размеров грандиозных на участке Новгородовых вот эта вот старинная юрта, которую мы так навскидку насчитали не менее 120 лет. Просто навскидку, исходя из информации Дмитрия Тролукова, который Новгородов, да, он сказал, что эта юрта была куплена в 1905 году у Гатиловых, и она уже была не новая. Да, то есть вот, даже отталкиваясь от 1905 года, это уже 120 лет. Ну и плюс сколько-то еще, поскольку юрта была не новая. И, конечно, это сооружение, оно совершенно замечательное. Я вообще со студенчества интересуюсь строительными традициями, поэтому для меня это тоже такой подарок небольшой был. Представляет собой удивительную смесь якутских и русских строительных традиций. Такое замечательное взаимопроникновение культур, которое привело к очень такому достойному результату. На самом деле я зачем задал этот вопрос? Понимаете, делая определенные работы, да, телевизионные, я столкнулся с одной, у нас же есть проект «Сохраним памятник», где он работает, за ним очень здорово следит глава республики. И я узнал, что оказывается исторических памятников у нас в республике не так много. И хотел бы узнать, вот, на вашей памяти сколько исторических памятников есть в Якутске? И если, я имею в виду, есть резон, чтобы у нас еще один появился? Безусловно, есть, потому что, к сожалению, в городе Якутске до сих пор очень плохо относились к историческим памятникам. Это явление такой вот, какая-то такая нехорошая исторически сложившаяся традиция, потому что еще и Щукин в 1830-х годах и за ним Султанов в самом начале 20-го столетия, они с горечью отмечали плохую сохранность исторического наследия города Якутска. И вот по прошествии 100 с лишним лет, увы, мало что изменилось в этом направлении. Ну я правильно говорю, что современные и советские, И, к сожалению, они не являются, да? К сожалению, вот в настоящее время, ну, в общем-то, туристам показывать нечего, по большому-то счету. И многие гости нашего города, увы, воспринимают наш город не как город с почти уже 400-летней историей, а как советский город, который был построен в процессе освоения Сибири 50-х годов. То есть, как мы сегодня с вами, еще раз ведем прямой репортаж прямо исторического парка «Россия. Моя история». И говорим о исторической сохранности истории в виде памятников, да? И в городе Якутске на сегодня такие... Ну вот, к сожалению, вот если заранее предупредили, я бы просто посмотрела точную цифру, потому что у нас департамент охраны культурного наследия, он очень точно учитывает все имеющиеся памятники, достопримечательные места, ну их очень много. Даже, ну, если мы не будем считать археологические объекты, которых больше 1000 на территории городского округа, ну вот
достаточно, где-то порядка, наверное. Такие цифры называете. Для меня просто лишний раз, наверное, нужно, Мы чтобы копаем, не стараемся. появился... Нет, давайте так, проще сказать, чтобы это ощутимо была память. Археологи не требуют Тысяча. памятников вот столько, но это археологических памятников, то есть памятников древнейших эпох, ну вот до, скажем, времени до 17 века. Да? Вот. А в городе, ну вот даже если вы просто пройдетесь по городу, ну сколько вы увидите подлинных старинных зданий на территории Якутска? Много? Да ладно. Только в Запорожье. Ну давайте считать. Исторических? Исторических, именно исторических вот каких-то зданий, куда мы можем привести туристов, показать им и сказать, вот смотрите, вот это история нашего города. Вот про запущенный вы очень правильно сказали. Ну, я не подскажу. Вот. Я не знаю. Правильно, потому что очень много, особенно вот в начале 2000-х годов, когда реконструировался район, находящийся за площадью Ленина, за зданием подпроса, да, где сейчас стоит чайник Тифаль, вот, там же снесли практически целый квартал. Целый квартал подлинных старинных зданий. Ну, может быть, тогда это не считалось. Ну, им уже было почти 200 лет, и, в общем, стоило бы озаботиться. Революция и все дела. Да, вот А в как. данной ситуации нужно ли вообще сохранять? Ну, на самом деле, я уже говорила о том, что материальное подтверждение, оно имеет очень большое значение. Когда человек видит глазами, а еще лучше, если он может пощупать это руками, тогда память о прошлом сохраняется лучше, чем просто слова. Просто спросить. Вот, наша работа с вами и, так сказать, увековечение имен, забытых имен, я бы так сказал. Да. Оно имеет смысл, как вы считаете? Хотя бы, наверное, на Ходоной Вяке, а может быть, в условиях просто Гагаринского округа. Нет? Конечно, имеет смысл в условиях Гагаринского округа. Я думаю, это будет иметь вообще огромное значение, потому что все-таки Гагаринский округ по сравнению с городом, вот со всем городом, если взять, да, это достаточно молодое формирование, которое сложилось именно вот вокруг аэропорта, и достопримечательностей у них не так много, а все-таки любовь к своей малой родине, к своему месту жительства, оно воспитывается на примерах, исторических примерах, да, на уважении к прошлому своего района. И вот этот памятник, который, я надеюсь, нам удастся сделать, вот этот мемориал, он, безусловно, будет одним из украшений округа и одним из таких вот пунктов, которые будут оказывать сильное воздействие на молодежь и вообще на жителей Гагаринского округа, и которые жители Гагаринского округа с гордостью смогут показывать своим гостям из других регионов. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Я хотел бы сказать, что мы попытались поработать и попали в народный бюджет в первом этапе. Дальше уж как получится. Но на самом деле, я думаю, что следующий этап нашей работы это будет обращение в Якутскую городскую думу, для того, чтобы определиться с местностью, правильно, и также мы сразу сделаем экспертизу и направим определенные бумаги для признания данного участка как Достопримечательного места. Как он правильно звучит? Достопримечательного места. Да, пока Да. достопримечательного. У него будет такой, скорее всего, у него будет такой статус. Достопримечательное место местного муниципального округа. Пробовать больше, Ну, добиваться
Мы можем пробовать больше, мы можем на Памятник республиканский культурного уровень. наследия, может быть так? Ну вот памятники культурного наследия, они бывают очень разные. Это как бы общее такое название всех. А внутри там То есть это все-таки памятник культурного Да, наследия, да, только муниципального значения? Пока так. муниципального значения, да, со статусом достопримечательного места. У нас таких, особенно в сторону Бердянцев, там таких много. Спасибо, что вы нас смотрели. До скорой встречи. Мы будем держать ваши курсы. До свидания.